Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на мужчину-возвращенца. Посмотрим, зачем он пришел, зачем опять появился в вашей жизни, что ему на самом деле надо и стоит ли ему доверять. Если вы столкнулись с такой ситуацией, пожалуйста, загадайте своего возвращенца. Задайте ему все свои вопросы, вот все, что вас интересует, все у него спрашивайте. Пока вы настраиваетесь, либо кто-то уже настроился, давайте я начну. Уберу Назар, попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Девочки, ну вот сразу хочу сказать, для тех, кому возвращенец был мужем, вот для вас совершенно другой ответ. Я вам в конце тогда скажу, либо сейчас скажу. Давайте сразу скажу. Смотрите, кто был в браке, и у вас либо развод, либо расход произошел. То есть вы не вместе были, ну, там где-то не больше, чем год, да? Мужчина где-то там походил, погулял, и вот он назад возвращается, как будто бы ничего и не случилось, да? Пытается потихонечку к вам внедриться в дом, в семью. Вы сойдетесь. Вот вы 100% сойдетесь. Ну, молоды были, горячи, там друг друга не поняли, не оценили. Одно на другое, как бы споры, скандалы, разбежались, разошлись. Он походил. Посмотрел и к вам, потому что любит, потому что, ну, все в жизни бывает, Господи, ну и кто не ошибается, вот скажите мне, да, совершил ошибку, да, раскаялся, да, будет вести себя по-другому. Девчонки, вы сойдетесь, и даже если сейчас на него обижены, вы все равно его простите, вы сойдетесь, дальше будете жить. Жить, поживать и, как говорится, добра наживать. Это ваше. Для девочек, кто давно развелся, либо мужчина так и не предлагал вам брак, да, он побыл в вашей жизни и ушел. Пришел, ушел, да, вот такой бродяжка даже у кого-то есть. Значит, смотрите, он вообще какой-то неприкаянный идет. Сам не знает, что ему нужно, чего он хочет. И мужчина, вот честно говорю, он порченный. Он порченный. Здесь что-то такое прям застаревшее. Ну, прям, знаете, вот как смола такая вот прям тягучая, вонючая. И она у него вот прям как гуляет вот там с головы там, в ноги, и вот постоянные какие-то гуляния. Вот когда с головы уходит, он более-менее нормальный становится. Вот просыпается в нем что-то человеческое, и рассуждает он здраво. Но когда это все возвращается обратно в голову, вот опять вот дурь, блажь и какой-то идиотизм, простите за слово, но вот у него так это отыгрывается. На него как находит вот какими-то волнами даже можно, да, сравнить, как накрывает. Вроде как нормальный человек, вроде рассуждает. А тут раз, желтая водичка в голову ударила, и все, дурак дураком становится. Значит, мои хорошие, не вариант. Сейчас он добрый, открытый, там просится, умоляется, а пройдет буквально там несколько дней, несколько недель, ну, может, там кто покрепче, месяц выдержит. И опять те же самые вилы. Зачем вам вилы? А вилы вам не нужны. Поверьте, закончились эти отношения, вы перекрестились, вот слава богу, ушел, иди куда-нибудь подальше от моего дома, от моего порога. Вот именно такими словами вы должны этого человека выпроваживать из вашей жизни. Ничего хорошего он вам не несет. Он абьюзер, он потребитель, он вашими эмоциями питается, вашей энергетикой. Он, знаете, вас вот специально вот доводит до накала, потом вы взрываетесь, эмоционируете, и энергетика ваша, вот прекрасная энергетика летит в разные стороны. Он ее собирает, кушает, ну нормально, так он и живет. Честно, лечить можно, но не стоит, наверное, да, не стоит.
Здесь, вот если бы раньше, девочки, если бы раньше, там, может быть, несколько лет раньше, либо там несколько десятков лет раньше, оно бы еще нормально было. Но у него уже какие-то необратимые процессы, понимаете, необратимые. Жизнь, она его несчастливая, нет, и счастливой не станет. Вы рискуете свою жизнь положить вот на вот эту его блажь, на этот его негатив, и сами пострадаете, и попросту время потратите. Ладно, там попросту, так еще же страдания могут быть, еще какие-то неприятности могут быть. Не нужен, девочки, не нужен. Делить с ним постель ни в коем случае нельзя, потому что через постель вы от него вот тоже эту вот гадость берете. У вас потом неудачи, у вас потом проблемы, болячки и прочее, прочее. Вот это не надо. Не нужен вам этот человек, абсолютно не нужен. Вас знаете, что вот я вам сейчас честно скажу, вас и высшие силы развели. Вы не просто так с ним разошлись, не просто так он там исчез, пропал. Высшие силы его турнули из вашей жизни. Вот его конкретно, вот прям под зад коленом. Иди гуляй в другом месте, гадости делай. То есть вас как будто бы от него освободили. А теперь он назад пришел сдаваться в плен. Понимаете, что происходит? Ну, конечно, а где он найдет такую прекрасную, заботливую женщину? Где он еще так будет сладко спать и вкусно кушать? Кто о нем так будет заботиться? Он пришел не по любви, девочки. Ну, то есть он не умеет любить. Он потерял возможность любить. То есть не дано. Не дано. Когда-то мог, а сейчас нет. Нет, это не любовь, это шкурное чувство. Вот мне с ней хорошо, мне с ней удобно. С ней вот я как сыр в масле катаюсь, да, как у царя за пазухой. Вот это ощущение, понимаете? Не тратьте свои годы на него, не тратьте свои нервы, психику, не надо. Он того не стоит, мои хорошие. Тем более, вот сейчас я вам кое-что скажу, у вас мужчина на пороге. Мужчина, причем очень достойный человек. Человек, который способен вас делать счастливой женщиной, понимаете? А вы вот на этого потратите свои чувства, эмоции. У вас новый мужчина идет вот через двойку. 2 дня, 2 недели, 2 месяца. Вот на двойку он идет. И опять же для двойки идет, для того, чтобы пара между вами была. Вот такая идеальная пара. Идет такой человек в вашу жизнь. Поэтому здесь я ни в коем случае не рекомендую. Вообще не рекомендую. Он пропащий. Вот этот ваш потеряшка, возвращенец, он пропащий. Он вот так и будет, знаете, туда-сюда ходить, искать, вот где можно пристроиться, где можно, извините, задницу свою пригреть. Вот. Нет у него уже ничего, ни любви, ни нежности, ни каких-то человеческих вот базовых чувств. Их просто нет. Вот этот негатив это все съел. Просто съел. Жалко, конечно, его, да, что вот испортили человеку жизнь и все. Но с другой стороны, я всегда говорю, что невозможно испортить человека, у которого нет предрасположенности к этому. То есть там либо карма должна быть соответствующая, либо человек своими поступками вот открыл вот эту дверку, этот портал, да, вот негатив заходи. Если человек праведник, если человек живет, да, по правилам и законам Бога и людей, поверьте, испортить такого человека крайне сложно, это практически невозможно. Это с такими колоссальными усилиями. Даже если карма там подгуливает, все равно это очень сложно. А если человек вот прям как непаханное поле возможностей, так, извините, к нему все что угодно может прилипать. Все, он, кстати, неудачник. Он неудачник, причем тотальный такой вот прям неудача за неудачей, потеря за потерей. Он ничего сохранить не может, понимаете? Вот все у него как вода сквозь пальцы идет. Так что, девчонки, помочь не поможете, а жизнь свою загубите с ним. Да, либо очередную какую-то, действительно граблю словите прям по лбу, очень больно будет. Хотите помочь? Так идите помолитесь за него. Поставьте свечку ему за здравие. Как за больного помолитесь. Потому что он действительно вот как больной и выглядит. То есть здесь, извините, говорю, что вижу. Так, по поводу вашего будущего, девочки. Вот
идет красавец мужчина, статный, благородный, с делом в руках, спокойный, уравновешенный. Такой, знаете, прям, ну, любо-дорого. Вот будете смотреть и думать, боже, я в жизни бы, да, не поверила, что такие мужчины есть, существуют. Кстати, очень похож с вами. Такой же, как и вы, прагматичный, грамотный, вот на семью, на дом, какие-то семейные ценности у него. Знаете, вот с вами, вот как вы думаете, так и он думает. Вам очень легко будет с этим человеком и сойтись, и общий язык найти. И вот прям, знаете, один подумал, другой произнес. Вот так будете жить. Либо один слово сказал, другой сразу дополнил. Очень какие-то хорошие отношения. Вот заслужили вы эти отношения. Замечательный человек идет. Вот лучше дождитесь, серьезно вам говорю. Он к вам идет, не вы его находите, а он к вам идет. То есть его дорога жизни вот именно к вам приводит. Так что, мои хорошие, забывайте про этого своего возвращенца и живите для себя, живите полноценной жизнью. Займитесь собой, приведите себя в порядок, позвольте себе то, чего раньше не позволяли. Ходите гулять, выходите в люди, общайтесь, поменяйте в себе что-нибудь в конце-то концов. Отвлеките себя от мысли об этом возвращенце несчастном. Мои хорошие, жизнь меняется ваша. И меняется она уже вот совсем в ближайшем будущем. Если вы с этим возвращенцем пойдете на 2, 3, 10 круг, какой у вас там по счету, но поверьте, вот этот мужчина, он мимо пройдет. Он придет, посмотрит, что вы заняты, и развернется, дальше пойдет. Но вы этого хотите. Зачем вам нужно это? Не пускайте его. Не пускайте, пусть идет дальше. Я вижу, что он может вас соблазнить. Я вижу, что он, ну, знаете, как на жалость будет бить, на воспоминания. То есть, ну, люди, которые вот с бесятиной ходят, они умеют вот играть, да, на чувствах, на нервах. Они это умеют делать. Прям, девочки, блокируйте и все. Вот глаза закрывайте, уши закрывайте, не слушайте его. Потому что очень уж какие-то соблазнительные речи он будет вести, как-то уговаривать, да, ну, кому как будет подходить. Не слушайте, пусть мимо проходит. Не нужен он вам, не нужен. И это пустая трата времени, да еще и очень болезненная для вас. Вот счастье лучше свое встречайте от нового человека. Новый идет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.